По заветам Рустема ага Дервиша, перед приготовлением пищи руки и помыслы должны быть чистыми. И то мы сделали, поэтому приступаем к приготовлению блюда под названием джигер-кебаб. Что это такое джигер? Ну, конечно же, это печень, печенка. Немножко про локацию. Мы сегодня опять на природе, как вы видите, поэтому кебаб, поэтому снова у нас мангал, огонь и все прочие мужские удовольствия. Место называется Бурун-Кая, то есть скала-нос. Вот так вот. Готовим мы сегодня в двух, так сказать, рецептах, что ли, нашу печень. Мы приготовим ее классическим образом, просто на мангале с бараньим курдюком и завернутую в жировую сетку, так называемый сальник. Называется, кстати, второй вариант хан-кебаб. Почему, расскажу позже. Давайте приступим к разделке нашей печени. Нам для начала нужно полностью очистить ее от пленки, которая печень покрывает, от каких-то кровеносных сосудов, от сгустков крови, которые на печени остались. Это очень важно, потому что испортит вкус. Нарезаем не крупными кусочками. Вот, например, как вы нарезаете мясо на шашлык, это примерно по 40 грамм. Нам нужно нарезать кусочки, сделать их чуть-чуть поменьше. Так шашлык получится сочнее и быстрее приготовится. Помимо печени, что нам еще может понадобиться в этом блюде? Что обязательно? Конечно же, обязателен бараний курдюк. Жир в этом блюде какой-либо, он обязателен. Иначе печень у вас также не получится такой же вкусный, такой же сочный, как нам хотелось бы. Мы сегодня взяли красный болгарский перец, помидоры, лук, зелень. Все это для того, чтобы украсить наше блюдо. Но все это не обязательно. Как я уже говорил, у нас будет сегодня второй вариант приготовления. Будет классический с кусочками, нанизанными на шампур. И второй вариант, так называемый хан-кебаб, где мы будем заворачивать нашу печень в жировую сетку. Сетку предварительно замочите в горячей воде. Так она станет более податливой, пластичной. Так ее будет удобнее готовить. И плюс еще, если есть какой-то неприятный запах у сетки, он уйдет. Так что сетка моя сейчас пока томится в горячей воде. Она не здесь. Мы ее достанем чуть попозже, для того, чтобы она размягчилась. У нас тут черный кот пришел в кадр. Якобы не к добру, но я думаю, что он просто учуял вкусный аромат печени. Не бойся, оставайся, тебя тоже угостим. Многие замачивают печень в молоке. Я вам сразу скажу, я так никогда не делал. Якобы для того, чтобы горечь ушла. Давайте честно, горечь появляется из-за того, что неправильно разделали животное. Вот рядом с печенью находится желчный пузырь. Вот его, если при разделке задели, тогда печень будет горчить. Вымачивайте ее в молоке, вымачивайте ее в воде, неважно, она будет горчить. Поэтому, чтобы у вас печень не горчила, вам нужны хорошие, добрые отношения с вашим мясником, чтобы он вам помог выбрать правильный и хороший продукт. С печенью мы закончили, печень нарезали кусочками, теперь приступаем к курдюку. Курдюк, конечно же, куда без него. В приготовлении наших блюд бараний курдюк обязателен. Он даст нам эту пресловутую сочность, этот характер нашей еды. Курдюк нужен обязательно. Нарезаем его такими кусочками, как бы прослойкой на шампур между нашим джигером, между нашей печенкой. Вот примерно такой толщины, чтобы жир этот пропитал нашу печень во время готовки. Вот буквально вот такой вот кусочек. Печень – продукт особый. Вот я его люблю отдельной любовью. И у меня даже на этот счет определенная дилемма. Я не могу понять, какой шашлык мне нравится больше. Из мяса или из печени. Вот вам какой нравится больше? Напишите в комментарии, будет интересно почитать. Так, с курдюком мы почти разобрались. Сейчас покажу вам, как заворачивать
нашу печень в сальник. Вот такого размера у нас сеточка из бараньего желудка. Это важно. Вот так кладем нашу печень. Мы ее слегка уже приправили. У нас там перец, кориандр и прочие приправы. И вот таким вот образом, незамысловатым, мы заворачиваем нашу печенку в сеточку. Вот такая у нас практически сарма получается из печени и из бараньей сетки. Сейчас подготовим остальную нашу печень, закрутим ее в сеточку и приступим к разжиганию нашего мангала. Пока он будет разгораться, мы будем нанизать нашу печень на шампуры. Так. Вот это блюдо называется хан-кебаб. Вот у меня сразу возник такой вопрос. Неужели печень подавали ханам? Серьезно? Это же типа субпродукт. Ну куда печень хану? И я провел небольшое расследование, где я выяснил, что в доисламские времена печень, почки и прочие субпродукты, все это заворачивали вместе с кровью, заворачивали вот в этот вот сальник. И называлось все это хан-кебаб. Ну, то есть кровяной кебаб. Хан, ган, гон, как там кровь еще называлась. С приходом ислама использование крови, как таковой, в блюдах было запрещено. И я думаю, чисто логически, что это блюдо стало называться хан-кебаб. Ну, просто потому, что звучит круто. Хан-кебаб, типа хана ели. Но я, как человек, который сыграл хана в фильме Харада Ньюс Продакшн Хадр Деде, могу вам с полной уверенностью сказать, что ханы подобное не ели. Таким они не питались. Печень и почки – это не про них. А вот обычные люди это ели. Причем с большим удовольствием, потому что на самом деле это очень вкусно. И сегодня мы в этом убедимся. Вот такой вот хан-кебаб у нас получился. Мы его тоже пока откладываем и будем разжигать мангал. Пока он будет там разгораться, мы добавим нашему блюду немножко цвета, немножко аромата, немножко экзотики с помощью наших овощей. Поехали! Мы разделывали печень, поэтому сейчас помоем нашу доску и будем разделывать наши овощи. Начнем с болгарского перца. Постарайтесь порезать его более-менее прямыми такими дольками, чтобы они на шампуре держались. Так, ну что, перец порезали, будем приступать к нанизыванию печени нашей и перца на шампуры. Смотрите, принцип у нас будет такой. Сперва перец, он как бы будет такой заглушкой на низ. Потом кусочек печени. Кусочек нашего джигера, кусочек курдюка, еще один кусочек печени, снова курдюк и примерно на середине кусочек красного перца. Вот так вот он у нас отмечает середину, и по тому же принципу продолжаем дальше. Печень. Курдюк, печень, курдюк, перец. Все очень просто. Помимо того, что это вкусно, это еще и красиво. Вот такая палочка у нас получилась. Как по мне, выглядит
уже аппетитно. Мы ее пока откладываем и приступаем к нанизыванию следующей. Мы нанизали вот таким классическим вариантом 4 штуки. И точно так же 4 штуки мы нанизаем на наш кебаб, завернутый в сальник, в сетку. Хан кебаб. Вот эту длинную сарму нанизываем на шампур. Можно ее, конечно, разрезать кусочками и нанизать кусочками поменьше. Но у меня сегодня такое настроение, что я хочу вот такими его оставить, длинными. Не переживайте, если вам кажется, что сетка провисает, она прижарится, все будет хорошо. 4 таких и 4 таких. Буду жарить партиями по 4 штуки, потому как печень вещь нежная, и жар она большой не любит. Чтобы уследить за всеми, чтобы сделать все хорошо, буду жарить по 4 штучки. Вообще интересно, крымские татары, ну, как и многие тюрки, когда хотят кого-то особым образом отметить, говорят джигером. Почему они так говорят? Как вы думаете? Потому что они знают о биологической ценности печени, что без нее жить сложно, или потому что это действительно очень-очень вкусно? Я за второй вариант, а вы пишите свой в комментарии. Вот такая у нас сегодня красота получилась. 4 классических, 4 хан кебаба. И нет, мы пока не отправляемся, потому что мангал у нас еще не дошел, пока там все полыхает. Мы как раз сейчас займемся классической закуской к нашему кебабу. Вот что мы сделаем. Мы нарежем лук, опустим его в уксус, нарежем помидоры. В общем, все как положено. Давайте приступим. Так. Начнем с лука. Достлар, не забывайте, разделали мясо, помыли доску. Перед тем, как разделывать овощи, помойте доску, потому что чистота – это очень важно. Не смешивайте продукты, порезали один, помыли, режем другой. Лук стандартно, полукольцами, не изобретаем ничего нового. Лук готов, порезали, посолим, чтобы он дал сок. И да, и мангал наш тоже готов. Отлично. Отправляемся жарить, и перед тем, как отправимся к мангалу, только сейчас мы нашу печень посолим. Это очень важно. Не солите ее заранее. Она выпустит весь сок и будет сухой и невкусный. Вот только сейчас. Берем наш классический вариант, 4 штучки, и отправляемся к мангалу. Ух ты, какой жар! Жар должен быть серьезный, сильный жар. Достлар, важный момент. Смотрите, у нас довольно много курдюка здесь. Курдюк – это биологическое топливо, можно сказать. Он будет гореть, как только попадет на уголь. Соль сыпать на уголь не надо. Водой брызгать тоже не надо. Вот закапало, загорелось, мы подвинули на другую сторону мангала. И вот такую вот симфонию мы будем исполнять. Как будто за сложным музыкальным инструментом я сейчас стою. Вот такая симфония вкусной кухни. Нам не нужно, чтобы наша печень сгорела. Опять же, старайтесь жарить ее от горящих углей, а не от пламени. Загорелось, перевернули, убрали. Мы ее не будем доводить до полной готовности. Мы ее сейчас, вот я практически вижу, что уже можно потихоньку отложить. Потому что мы будем доводить ее на мангале вместе со всеми остальными нашими хан-кебабами.
Это мы пока откладываем, пока это мы убираем, снимаем с огня. Вот на это отдельное блюдо. Ох, какой аромат пошел, достлар! Я уже чувствую приближение этой вкусовой феерии. Хан-кебаб у нас отправляется на мангал тоже. Вот сейчас отличный жар. Просто такой, как надо. То, что висит, не переживайте. Сейчас оно прижарится, ужарится. Вот он, красота. Подзолотился. И переворачиваем. Если он у вас подобным образом прокручивается, поставьте их поближе один к другому, чтобы они не вертелись. О, какой аромат поднимается от курдюка. Просто божественный. Просто посмотрите. Красота. Вот он прижарился, завернулся, никуда он не делся. Если у вас такая проблема, что пламя практически везде, настройте ваш мангал особым образом. Сдвиньте уголь, чтобы у вас было место там пустое от угля, чтобы жир капал в пустое место и не воспламенял уголь. Вот видите, там пламя опять пошло. Здесь нет. Здесь все хорошо. Так, ну, на вид они почти готовы. Сейчас тогда мы возвращаем наш первый джигер-кебаб, наш классический вариант, на мангал. Доводим это все, так сказать, до полной готовности и, наконец-то, насладимся этим замечательным вкусом. Возвращаем наш классический джигер-кебаб на угли. Отправляемся за стол. Вот, видите, обратите внимание, здесь жир продолжает капать, но пламени как такового уже нет. А вот здесь есть. Снова у нас воспламенилось. Убираем, двигаем, переворачиваем. И вот здесь уже важный момент. Здесь начало жариться. Печень главное не передержать, не пересушить. Поэтому у нас наш джигер-кебаб, я считаю, готов. Отправляемся к столу. Сейчас его быстренько накроем, украсим и будем его наконец-то пробовать. Так, что у нас тут осталось? Перчик. Выглядит уже неплохо. Давайте же попробуем наконец его на вкус. Так, на вид уже очень-очень неплохо выглядит. Если вот она у вас вот такая, еще немножко даже нежно-розовая, это значит, что она у вас получилась неплохо. Если она у вас серая или какая-то темная, значит, получилось не очень хорошо. Давайте, наконец, будем пробовать. Просто шикарно. Очень вкусно. Очень вкусно получилось. У меня снова эта дилемма сейчас возникла. Что вкуснее, мясо или печень? Курдюк обязательно. Добавим айрана для вкуса. В такие моменты понимаешь, что жизнь прекрасна. Себя покормили, а команду кто покормит? Так, это быстренько убираем и подготавливаем наше блюдо. Как-нибудь его сейчас украсим. Немножко зелени. Зелень ешьте обязательно. Зелень — это долголетие, зелень — это здоровье. Не пренебрегайте зеленью, не брезгуйте. Укропчик, кинза, петрушка. Вот такой набор с этого бока. И, конечно же, наш почти что практически замаринованный лучок
сверху посыпаем наш джигер кебаб. И будем подавать это все к столу. Так. Немножко добавим перца черного и кориандра. Оно у меня вот здесь все в одной посудке. Слева перец, справа кориандр. Добавили. Кто хочет посолить, возьмет себе соль. Кто хочет помидор, возьмет себе помидор. Здесь у нас лепешка обязательно. Айран. И наше блюдо джигер кебаб, хан кебаб. Все из печени. Дослар. Надеюсь, что нашей команде понравится, потому что так или иначе судить не мне. Я свое дело на сегодня сделал, приготовил это блюдо, но помимо того, что ты приготовил какое-то блюдо, я огромное удовольствие получаю от того, чтобы просто собрать хорошую компанию, тех людей, которые тебе нравятся. Соберите этих людей, ваших близких, друзей, знакомых. Выезжайте на эти замечательные, прекрасные места. Их в Крыму очень много. Пока погода хорошая, побалуйте себя подобными кебабами, подобными нашими крымско-татарскими блюдами. Проводите время вместе хорошо, общайтесь и, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите Харам-Татар Емеклера. С вами был Алим Аблаев, Аштат Олсен. Ну что, кушать-то будем? Я-то забыл попробовать хан кебаб. А вдруг он не готов? Разрежем, посмотрим. Нет, он готов. Хан кебаб мой фаворит. Просто супер. Дослар. Джихан.